Я написал книгу «Штрафбаты Гитлера». В современной информационной среде давление на военных писателей, оно существует? Мы сумели быстро наладить военный тыл. Ваши книги, насколько часто они подвергаются критике? Надо же об этом сейчас говорить, не надо стесняться. Здравствуйте! Сегодня мы встретимся с военным историком Наилем Шаяхметовым. Его книги о Великой Отечественной войне вызывают живые обсуждения. Его тексты читают как сторонники строгой исторической достоверности, так и те, кто ищет в них, прежде всего, человеческую правду. Узнаем, как автор работает с источниками, и попытаемся понять, где проходят границы между исторической правдой, авторским видением и личной ответственностью. Наиль Шарифьянович, я вас приветствую и благодарю за то, что вы откликнулись прийти на это интервью. Вы автор 10 книг о войне. Вот скажите, а ваш профиль только Вторая мировая война или только Вторая и Великая Отечественная тоже? Спасибо, что меня пригласили. Я очень рад этому. Могу сказать, что вообще у меня еще есть книги о деятельности ГАИ. Я написал 4 книги о ГАИ, поэтому вот я разрываюсь. У нас сейчас 90 лет ГАИ вот в этом году. Поэтому я сейчас вот пишу книгу о ГАИ. И о войне тоже. А вы в какой должности в ГАИ трудились? Я начальник дорожно-патрульной службы республики. Подполковник ГАИ. А вот скажите, насколько работа в ГАИ меняет взгляд на людей? Я считаю, это мое, может, ошибочное мнение. Работа, она не меняет. Вот я почему-то ушел из ГАИ, я такой же остался, вот понимаете. А многие меняются. Вот поэтому, во-первых, я в армии офицер, я офицер советской армии. Потом я пришел в ГАИ, у меня уже какой-то стержень был. И я таким вот, у меня стержень и остался. Ну, а на пенсии решили стать писателем, да? Да. Почему? Самый интересный вопрос. Почему? Когда я, начал уходить, ко мне всякие ходаки: Наиль, айда туда, айда сюда. И там давай партию автомобилистов создадим, давай туда, иди замом сюда, иди этим. В политику меня. Раз я такой развитый, я долго думаю, не пойду. А потом, а чем же заняться-то? И я с детства увлекался Второй мировой войной. И папа у меня участник. Скажите, а вот ваши все-таки Вторая мировая или Великая Отечественная, или все вместе? Все вместе. Я считаю, у меня все книги о Второй мировой войне. Вообще нужно... Давайте я поясню. Давайте. Вот смотрите. Вторая мировая война, она началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. И завершилась она 2 сентября 1945 года разгромом Японии. Великая Отечественная война, она входит в состав Второй мировой войны. Это известно, значит. Великая Отечественная война началась нападением нацистской Германии на социалистический Советский Союз. Да, и, кстати, еще мало вообще кто говорит, еще один крупный плацдарм был. Это нападение Японии на Китай. Это тоже было в составе Второй мировой. Но об этом почему-то мало говорят. Причем она началась чуть раньше, в июле 1937 года, нападением Японии на Китай. А завершилось одновременно подписанием акта капитуляции. Понятно. А вот ваши книги, насколько часто они подвергаются критике? И если их критикуют, то за что? Первая книга, когда у меня вышла, она называлась «Война». Я копался, рылся там, вроде я же математик, у меня все должно быть точно. Книга вышла. Сегодня у меня, хотел сказать, друг был Киреев Рушан. Это крупный такой журналюга. Там всякие слова непечатные. «Открой Республику Башкортостан». Скажи, говорю, что там тебя... За что? За книгу. Это понятно, а за что? А она неправильная, она нехорошая, туда-сюда. Я открываю, как получается, лист. 2/3 обо мне, правда, на последней странице, и там что-то еще немножко. Я прочитал, а потом, когда прочитал, там голая вода. Раз вы меня критикуете, я привожу факты,
Вы должны не сказать это плохо, вы должны привести другие факты, правильно, которые противоречат моим. А этого не было. И тут уже я воспрял, а потом мне Рушан говорит: ты что, ты радуешься, тебе такой, говорит, критика, это же, говорит, похвала 100%. Потом... А современные книги критикуют? Конечно. Нет, вот которые я пишу. Да. Вы знаете, я посылаю их всяким этим людям, всегда нормальные. Вот у меня отзыв начальника военной академии Совет Федерации. Хорошие отзывы. Но вот это было... Но в то время как раз вот слом пошел. Там уже вот эта марксистская, ленинская идеология пошла расшатываться. Вот я как раз в это вклинился. И там меня там историк, любитель, гаишник меня обозвали. Великая Отечественная война остается одной из самых политизированных тем. Нет. Скажите, вот в современной информационной среде давление на военных писателей, оно существует? Нет, я не ощущаю. Во-первых, это как ведешь себя. Вот меня возмутило, например, вот как раз я это даже хотел сказать. Вот смотрите, Японию впервые бомбардировали атомными бомбами, правильно? Это 8-9 августа 1945 года произошло. Они каждый раз, естественно, отмечают это событие. Ну, такое. В этом году отмечали это событие. Выступал премьер-министр. Он выступил почти час. И он не сказал, что американцы нанесли бомбовый удар. Вы понимаете, как она политизируется? Это же... И никто не возмущался. Все были довольны, хлопали. То есть от историков ждут правильные, в кавычки, трактовки событий? Естественно, а что, если... Потому что если ведь, вот, допустим, меня будут просить, там, вот это вот так, напиши это так, во-первых, это уже нехорошо, а во-вторых, это же не зазря это происходит. Там какие-то предлагают привилегии, понимаете? Это же однозначно. Поэтому и вот сейчас говорят, но не говорят, что атомная бомба американская. И потом, самое главное, сейчас во что бы то ни стало, нужно разрушить, размыть значение великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Сейчас же тоже вот про все говорят, но не говорят, что мы дошли до Берлина. Там, ну, почему не говорят? На Западе? На Западе. На Западе, извините, найдите мне, возьмите газету, вот немецкую, французскую газету. Вот Франция, взять, вот почему об этом не говорят, я возмущен. Вся Франция – это мощная, это почти крупнейшая капиталистическая страна Европы. Она работала полностью на Германию. Сейчас об этом замалчивают. Макрон даже не вспоминает об этом. Они делали самолеты, танки, орудия, всю сельхозпродукцию гнали к нам. Вот, простите, гнали немцам. И сейчас это как-то все, это нормально. Ну, а как вы все-таки определите эту вот тонкую грань между исторической достоверностью и художественным вымыслом, особенно для поколения новых людей, которые не были свидетелями этих событий? Ну, я считаю, во-первых, это СМИ, опять же, писатели и так далее. А потом легко определить. Нужно знать историю, ее просто... Если вы берете какой-то материал, ну, возьмите хотя бы там 3-4 реперных цифры и осмотрите ее. И сразу вы поймете, что это ложь. Вернее, не ложь, а это не так. Сдвинуты акценты. Ну, вот, знаете, вы тоже неоднократно посещали и работали в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Вот гриф «секретно», он со временем, да, рассекречивается. Есть ли какие-то сегодня данные, которые уже можно обналичить и опубликовать? Ну, во-первых, я вам могу сказать, все свои книги у меня в основном именно опираются на вот этот архив. Он называется «Архив Министерства обороны СССР РФ». Вот город, который расположен в городе Подольске. Но какие-то новые данные сейчас уже есть, о которых можно говорить? Как там? Там в основном, как было, вот все события связаны с геройскими поступками, значит, с духом советского народа, там, характеристики военноначальников, они публиковались в полном объеме. Что закрывалось? Вот я вам пример простой приведу. Я коммунист был. Я коммунист, сталинист, путинист. И я что-то
Ты куда ни придешь, закрыто, 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 закрыто. Это значит. вы про архив сейчас? Да, да. Ну, как же так? Думаю, куда потом? Я тут думал. Я сейчас запрошу архивы партийных собраний. И попадутся они мне все. Но многие так думают. Да. И я, значит, Да. я там уже подружился. Потому что в советские годы партийная система очень хорошо работала, и все архивы были там. Короче говоря, парт-архив так называемый. Я, значит, у меня женщина там была. Я говорю, слушай, Марин, там это... Ой, Наиль, ты все лезешь не туда, куда надо, понимаешь? Я, значит, напиши рапорт, все, значит, я написал рапорт и начальнику архива пошел. Вот, говорю, мне нужно от дивизии, армии, фронт. Высокие там. Какие вопросы обсуждались. Они же, я им-то говорю, мне-то надо, что там, личного характера, прочее. Нет, что вы, говорит, это же не только засекречено, это сверхзасекречено. Как, говорю? Я ладно, прикидываюсь. Вот такая система была. А сейчас они... Вам удалось что-то нарыть? Конечно, удалось. А что именно? Я написал книгу «Штрафбаты Гитлера», где я, значит, там это собрал. Я долго копался везде и собрал. Как расстреливали, как убивали, это там все. И я одновременно написал, я ее вперед начал называть, «Репрессии в Красной Армии». Так я ведь ее написал, но не издал до сих пор. Не могу, совесть не позволяет. А вот вообще, как вы подходите к описанию исторических фигур? Вот вы сказали про Гитлера. Как нормально, он же человек, он родился человеком, он был нормальным, он, значит, там... Кстати говоря, вот семьи, отношения в семье к детям и Гитлера, и Сталина одинаковые. И у Гитлера, и у Сталина они были любимчиками матерей. С папами оба не совсем хорошие отношения были. И постоянно поздравляли, любили. Но самое странное... Ни Сталин не поехал хоронить мать, ни Гитлер не поехал хоронить мать. Что ж, самолет же под попой-то, извините за выражение, сел там, за час можно обернуться было, правильно же, да? А они любили их. Все, и мама Гитлера, и мама Сталина любила, но только всегда говорила, лучше бы он стал священником. Но он так и не стал. А все-таки почему... А у него образование, ты знаешь, да? А что с образованием? Сталин окончил... А вы про Сталина? Да, про Сталина. Сталин окончил Горийское духовное училище и Тифлисскую семинарию, то есть техникум и институт. Так, в переводе, чтобы было понятно. Вот так, у него нормально. А у Гитлера не было образования. Он окончил народную школу, это приблизительно десятилетка того времени, но он дважды поступал в Венскую художественную академию и оба раза не попал. Вот знаете, что интересно? В принципе, как германский народ поверил такому человеку? А тут ошибка окружающих. Кончилась Первая мировая война, обвинили Германию, она была разрушена напрочь. Вы там это, если вот почитаете, там вот фотографии у меня есть. Сидит нищий, в полной военной форме, без одной, штанина вот так зовет, без одной ноги, и просит милостину. Довели народ-то до чего, вы понимаете, да? До ручки. Они же начали только подниматься где-то у меня в книге все есть, где-то в пределах 25-го, 26-го, 27-го года. И они ждали сильную личность. То есть вы говорите сейчас про его статус премьер-министра, да? Да, канцлер. Германии. И вот в этот момент он был полезным в своей стране. И вот когда они все... Там они же менялись. Все-таки это же он в 1933 году пришел, 31 января. Это сколько лет-то прошло с 18 года? Понимаете, 15 лет премьеры-то менялись. Ничего не менялось. А Гитлер пришел, все заменил. Там забегали все. Его на ура принимали. На него молились. Он книгу написал... которая запрещена в нашей стране. Он прям там изложил идеологию свою. Натиск Дрант на Хостен, натиск на восток. То есть, и он обосновал, что у нас много территорий, много этого, поэтому народ принял это, понимаете? Он же разделил людей, что немцы арийцы, а мы унтерменши, недочеловеки.
А они сверхчеловеки. Вот же как это? Это же приятно, когда тебя вот называют ты сверхчеловек, ариец, а вот все остальные, причем все остальные американцы, прочее, унтерменши были. Это же приятно. Ложь эту приятно слушать. Вот и все. Но и потом... поэтому они пошли. А потом только у них, во-первых, он сразу, там очень мощная была социал-демократическая партия. Потом на втором месте стояла коммунистическая партия. Товарищ Тельман возглавлял. Немецкая национал-социал-демократическая партия была сверху, может, 10-й, может, 11-й. Богатые люди, капиталисты проклятые, увидели в нем запах денег. Он понял, он же говорит, мы всех будем завоевывать туда-сюда. И они его просто завалили деньгами. И он буквально ефрейтор, без образования. Его начали принимать все и вся. Причем большую помощь оказывал лично ему и его партии Генри Форд, американец. Поставили к власти группа богатых людей. Начал воевать. То захватил это. Все хорошо, все прекрасно. Напали на русских. 41-го вроде что-то там туда-сюда, заводы, вот Украина, там же богатство начали. Они довольны. 42-й, первое отступление московское, зимнее. Второе уже по зубам резали как следует. Это фактически ведь Сталинград – это событие 42-го года, правильно же, да? А потом уже 43-й, Курская битва, и у них интерес пропал тех лиц, которые его поставили. И что они хотели сделать? Взорвать его. А потом он же тоже сообразил. Во-первых, сделали анализ. Анализ показал, что взрывчатка-то английская. Ох, он там этих генералов своих начал, понимаешь ли. Не могу вас не спросить про описание, как вы описываете образ Сталина в своих книгах. Все-таки вы коммунист. Я думаю, что... Вот, знаете, у моего деда, он тоже фронтовик был, в зале календарь с ликом Сталина всегда был. С этого начинался каждый день. Как Сталин? Я считаю, что... Просто в свете разных событий, когда так и так относились. Вот это мое личное мнение, оно может и не понравиться, мне так сказать, но я личное мнение вы попробуйте. Скажу. Да, пришла личная, сильная личность, которая нужна была в этот момент нашей Родине. Это вот как Аллах ровно или Бог послал. Понимаете? Он пришел, во-первых, вот он... Ведь очень резкая индустриализация страны произошла. А как она произошла? Вот я себя примеряю, я бы, наверное, не смог. А он смог. А он ограбил этих, попов всяких там в церковь. Он же запретил церковь. Самые богатые эти были же... То есть подготовка была колоссально проделана до начала войны. И в этот момент он достаточно шустрый был, умный, много читал. Да. И тут депрессия, там, в 1932 году, там же все. И он сообразил, что у них, а у нас же была 100% блокада, экономическая, техническая, научная, понимаешь? Но деньги делают все. Он это быстро сообразил, а денег-то нет, где взять? Там пригласил народ, только там пошестрите. И все, с церквей начали вывозить, и пошли не трактора, заводы пошли. Понимаете, что он сделал? Это же надо, во-первых, волю иметь. Народ же против был, а он, невзирая на это, он произвел индустриализацию. Все. И эти заводы даже из Германии же вывозили, отовсюду вывозили. Про тружеников в тыла хочу спросить. Как Башкирия помогала, как страна помогала фронту? Все работали, понимаете, да, много, но на каком-то определенном уровне, потому что надсмотрщик был очень великий, понимаете. Вот он смотрит, Сталин, допустим, завод, допустим, авиационный, чуть-чуть начал сбавлять темпы. Или, например, другой вариант. Курская битва скоро, надо запас. Понимаешь, резерв же должен быть. Штаны порвались, надо же новые одеть.
Самолет развалился над Новой. Вот он берет трубку и звонит директору завода. О, Иван Иванович, привет. Тот-то трясется, понимаешь же, чтобы Сталин директору завода позвонил, такого же не бывает. И говорит: Иван Иванович, я знаю, что вы на пределе возможностей работаете. Вот вы, допустим, в день делаете 10 этих истребителей. Я убедительно тебя прошу, поговори с народом, поговори с этим партийным активом. Ну, делайте 12 штук в день. Понимаешь? А как откажешься? Очень хорошее дело сделали. Наш Уфимский завод, паровозоремонтный завод. Ну, то, что он ремонтировал, они 3 бронепоезда сделали за бесплатно. Это мощно вот это вот такого. 3 бронепоезда. Это же, ты понимаешь, это же где-то порядка 20 вагонов бронированных, вооруженных. И это они делали сверхурочно. Понимаешь? У них план-то был же. Это все делалось сверхурочно. Вот это выдающийся подвиг, я считаю. Понятно, что в наше время мы имеем дело с принципиально новым уровнем технологий, и использование дронов и цифровое управление боем ведется. Как вы считаете, вот опыт Великой Отечественной войны все-таки как может быть полезен сегодня в условиях специальной военной операции? Стратегии, управление. Против специальной военной операции, которая идет на территории Украины, воюют на сегодняшний день 51 страна. Это чтобы было понятно, почему идет затяжка, уже 4 года проходит. Потому что неожиданно, вот для меня неожиданно Европа сплотилась. Я не думал, что они так вот сплотятся и будут. Теперь они вот же сейчас вот опубликовали последний раз, вот Путин молодец, опубликовал заводы, которые производят продукцию для СВО, в том числе СВО, ракеты и так далее. Но я считаю, что военная победа на территории Украины, она уже достигнута. Там идет Николаевск, как его называется там, агония идет. У меня книга про Курскую битву я написал. Когда Курская битва началась, на 2-й день битвы выстреливалось более 5 миллионов патронов. Каждый день, вы понимаете? А вот по Курской битве откуда эти данные? Из архива? Из архива, и я туда ездил, смотрел. Вообще, я вот, вы вопрос задавали, я бывал на месте боев, вообще впечатление, конечно. Вот. А как меняется после этого восприятие? Совсем по-другому. Вот, но самое интересное, у меня было ощущение, я очень несколько раз ездил в Великие Луки. Это там сильнейшие бои шли. Я вот так что-то повернулся, и вот земля эта Ходит. Так тут, это, говорит, штук 10-20 слоев колючей проволоки. Красные идут, колючую проволоку кладут, отступают эти, кладут. И вот проволока на проволоке, а она до сих пор не сгнила. И вот все заросло, вот ровно так. Даже нет этих бугров. Болотистая местность. Вот такие вещи интересны. Вот это меня больше всего удивило. А Россия чем сильна? Вот нас крепит вот это мороз и жара. Вот этот климат заставляет нас выживать. Вот я, например, не боюсь помереть. Вот вообще не боюсь. Я сколько раз в смертельной ситуации не боюсь. Это общая черта российского народа. То есть жизнь Кстати говоря, могу сказать. За свою страну. Немцы под танки не лезли с гранатами. Немцы не сбивали тараном самолеты. А вот мы сбивали. Понимаете? Постоянно. И на амбразуру не ложились. Тем более. Как матросов. Понимаете? И причем ведь вот то, что я перечислил, это речь идет о сотнях случаях. 200-250 случаев. Это массово было. Вы понимаете, да? В лесу окружили, допустим, русских. Они разбежались. А это же все равно немцы оставляли войска. А вдруг они из леса-то выскочат? Это же помощь. Если вы оставили полк или дивизию, допустим, понимаете, это же помощь. То есть всегда вот эта помощь она была. Но потери были большие. Но, кстати говоря, когда уже начали сравнивать потери, я тоже книгу начал писать, подсчитал наши потери и немецкие. И такая разница, думаю, как так, думаю, и начал заново пересчитывать. Опять не получается. Потом по своей тыкве постучал, а союзнички-то. Угу. И все.
И у них перескочило. А союзничества какие? Румыния, это же большая страна, Венгрия, Словакия, Италия, Финляндия. Это же огромные страны. Надо же об этом сейчас говорить. Вот не надо там стесняться. Вот где эти вот, немцы, само собой, румыни против нас, венгры против нас воевали. Они же все были против нас. Знаете, в свете проведения СВО все, что связано с Великой Отечественной войной, воспринимается еще ближе. Наиль Шарифьянович, я вас благодарю за то, что вы сложные вещи объясняете просто. Нам есть над чем поразмыслить. Спасибо вам большое. Взаимно. Я рад, что вы меня пригласили. Разумеется, меня приглашают, но вот такая форма беседы, она, так сказать, впервые, потому что все пытаются какие-то рамки загнать, чтобы ты там этого не сказал, того не сказать. О чем беседа, если все нельзя говорить? Поэтому и студия у вас прекрасная. Спасибо. Если еще раз пригласить, то приду. Есть что переварить. Спасибо большое. Сегодняшний разговор важен не только для понимания истории, но и для того, чтобы снова и снова осмыслить цену войны через человеческие судьбы. И работа историка и писателя в этом ключе ощутима. Брать на себя ответственность сохранить правду для наших потомков, чтобы ценили подвиг тех, кто проливал кровь на поле боя, и тех, кто отдавал жизнь за победу в тылу. Помним и гордимся. До встречи.